Друзья, ну всем добрый день, добрый вечер. Мы прямо включаемся после турнира на ИЗА-55. Он только что закончился, отгремел 2 титульника, 5 боев в рамках Гран-при. Мы теперь знаем, как команда проходит дальше. В общем, было довольно интересно, и я хотел бы обсудить все это со своими коллегами. Олег Володин, мой второй комментатор, и глава, естественно, НАИЗы, Нурбек Карабалай, человек, который нас сюда пригласил, за что мы ему, естественно, безмерно благодарны. Да, начну, наверное, свое приветственное слово с традиционных вещей. У нас принято, когда гости приезжают, всегда дарят презент. Так что вас ждет подарок от наших ребят. Я думаю, если вы сейчас в этих костюмах будете сидеть, еще лучше и красивее подкаст получится. О, так что давайте спасибо огромное. Да, сразу накинем. Что-то традиционное я чувствую вот здесь, это, да? Да. Один из моднейших брендов на сегодняшний день в Казахстане, и вне его, за ним, то есть любит такой бренд. В современном стиле шьют традиционные шапаны, и, если честно, в нем даже можно на какое-то мероприятие сходить, и будет не стыдно. По-моему, это шик. Выглядит роскошно, я бы сказал, выглядит. Спасибо огромное. На 2 батыра больше стало. Вот это я понимаю, гостеприимство в Казахстане. Спасибо. Я реально буду в нем ходить. Да, чуть прохладно в зале, а так. Гораздо лучше. Мне нравится. Мы привыкаем, потому что завтра на улице тоже будет прохладно. Можно в этом полететь обратно. Главное, чтобы выпустили из страны. Так, ну что, мы уже можем продолжать? Мы теперь в шикарных прикидах, Нурбек. Спасибо огромное. Я предлагаю обсудить карт. С чего начнем? Ну, я думаю, можно начать с Гран-при. Сегодня было 2 ярких таких нокаута в Гран-при в исполнении ребят. Вот чем мне нравится вообще вот это Гран-при, которое мы проводим с прошлого года. Первое, оно дает возможность молодым ребятам заявить о себе, когда они вместе дерутся в карде с такими именитыми бойцами, как Жалал Жумагулов, Нурбек Абдрахманов, Диас Ерингаипов, Иминов, да, и многие-многие другие. А еще тут срабатывает такой эффект командного движения. То есть на сегодняшний день в Казахстане, когда мы начинали в Алмате свою работу 3 года тому назад, было всего лишь 3 состоявшиеся команды. Это был Арлан, Еркункуш и Тубет Топ-Тим. На сегодня уже в Казахстане их около 10. И путем вот этих гран-при мы хотим выработать у них такую комплексную командную работу, где они будут следить и за какой-то определенной фармакологией, тренировочным процессом, медийной частью. Вот сейчас команды приехали, да, первый раз на таком мероприятии, но при этом, при всем, как-то старались спортивные костюмы закупить одинаковые, где-то там форму, бренд сделать, какого-то партнера к себе привлечь. И благодаря вот этому гран-при, вот что меня радует, где-то в глубине каких-то стран, у нас с Кыргызстана, с Узбекистана команды есть, и с Казахстана, да, там много команд. Вот где-то глубинки в регионах стран начинается развитие, командное движение. И тут и фанаты за ними. За одним человеком болеть одно, а когда ты за целый город там представляешь, да, там, вот сегодня Усть-Кемень, там, Астану представлял, ну, тоже немало болельщиков приехали. И вот это меня радует. Были красивые завершения, я так как помню, что все бои, кажется, закончились досрочно. Да, все бои досрочные, из них 2 таких ярких нокаута. Самое интересное, что у нас было обещано 1 миллион тенге за нокаут, а их 2 получилось. И мы сегодня запустили, сказали там проголосовать за 2 парней, Хакимова и Корласова, да, то есть за кого из них больше, ну, тому и как бы этот 1 миллион тенге отдадим. Так что же будем ждать наших фанатов, их фанатов, точнее, кто больше проголосует. Они должны подключиться сейчас к голосованию. Да, дело в руках уже фанатских трибун. Так что, ребята, будьте активными, не расслабляйтесь, чтобы ребята утащили, те, за кого вы болеете, денежки. А я хотел сказать, что в рамках Гран-при, во-первых, да, круто, что все друг другу пытались финишировать. Люди понимали, что чем быстрее ты финишируешь, тем больше баллов получишь. Имел смысл поднажать. Но, признаюсь честно, команда Диаса Кабдулова, Тубет Топ-Тим сегодня просто разнесла. Да, у них традиционно резерв очень большой, с любительского как ММА, панкратиона, так и тайского бокса. И ребята очень сильно активно ставят ударку и при этом не отдают партер. Ну, было видно, да, там сегодня. Ребята хорошие, команда развивается. Уже на таком большом уровне у них есть чемпион Сабит Джусупов, Муратбек Гасымбай, ребята, которые у нас дерутся, там Магомед Кабардиев, да, чемпион НАИЗы, там Самусев, к сожалению, недавно проиграл в Грейфе, и много-много других ребят, которых они сегодня взрастили, и подрастает новое поколение, вот как раз-таки тот эффект, когда там более звездными пацанами смотрят дети и стремятся стать как они, то есть преемственность у них на сегодняшний день очень хорошая, и вот сегодня мы увидели молодое поколение, которое никогда не видел я лично там в октагоне и так далее, а сейчас смотрю,
глаз радуется, и я думаю, что будущие звезды мы все-таки под конец Гран-при все-таки появится звезда такого хотя бы республиканского масштаба, однозначно. Хочу подтвердить твои слова по поводу семейственности, то, что командная такая составляющая появляется, что люди друг за друга топят, поддерживают, вместе приезжают. У Диаса вообще его подопечные, я так понимаю, огромным составом вместе всегда выдвигаются, всегда очень сильная поддержка на трибунах, и я был прошлой зимой в Таиланде, они приезжали туда, Диас приезжал с ребятами, и они просто идут по улице, человек там 20, наверное, огромным составом. Прикольно было. Много ребят видел из тех, которые сегодня тут были. Мне тоже понравилось, да. Это Астана, они же местные. Им там тут собраться я думаю, что обязательно они должны были. Вы правильно говорите, когда там, допустим, в Алмату приезжают, их тоже немало приезжает всегда. То есть есть их поклонники как здесь, так и по Казахстану. Я часто видел, как Муратбек ездил там в Москву на соревнования, там, кто еще дрался, Магомед Кабардиев, и всегда у них там какая-то определенная толпа. Да, отсюда ехала, и, соответственно, там кто-то собирался. Есть любители, есть болельщики, это хорошо, фан-база растет. На самом деле мы уже несколько лет в России говорим о том, что в Казахстане бум ММА. То есть если мы в России говорим об этом, значит бум действительно есть, значит он выходит за пределы страны, и это очень круто. И вот сегодня мне честно запомнился этот момент, когда... Я не помню, какой это был бой, но мальчик, мне кажется, что ему лет 10. Он где-то недалеко стоял от нас. Я просто слышал, как он подсказывал профессиональному бойцу, который лет на 15 его старше, а может быть и больше. И он грамотно совершенно подсказывал. Это были не просто подсказки «давай вперед, вставай», переведи. Это были подсказки, как действовать в партере, когда боец там находился сверху или снизу. Это о многом говорит на самом деле. Да, скорее всего, они с одного клуба и тренировались вместе. И тот молодой человек, малыш, парень, будущий наш чемпион, кричал ему то, что видел в тренировочном процессе. И это уже говорит о многом, что есть преемственность, как раз-таки говорили, резерв, что немаловажно. Есть такое понятие в спорте, массовость и спорт высших достижений. Всегда их разделяют, говорят, что что важно, массовость важна или спорт высших достижений важен. Я считаю, что эти два направления важны. Почему? Потому что без массовости не живет спорт высших достижений, без спорта высших достижений не живет массовость. То есть они взаимосвязаны, и это должно развиваться гармонично вместе. Да, бесконечная подпитка деньгами спорта высших достижений, она в краткосрочной перспективе может и даст какой-то результат, но подпитка должна быть не деньгами, а теми людьми, которые заинтересованы в этом, которые из массового спорта приходят. Это справедливо. Я предлагаю мейн-карт обсудить. Есть несколько моментов, которые, мне кажется, заслуживают отдельного нашего внимания. Например, обсудим поединок, где случилась остановка, титульный бой. Нурбек Кабдрахманов? Да, Нурбек Кабдрахманов с Эминовым сегодня сражались. Интересный бой, но, Нурбек, как ты думаешь, оправдана ли остановка в том моменте? Я сидел и хотел примерно почитать, статисты, наверное, вытащат, но мне кажется, он больше 50 ударов в голову запустил. И с локтя, и с боковых. Все те положения, когда он проходил в ноги, старался удержать его, все время приходило ему в голову, сбоку, в височную область. И, если честно, я бы на месте тренировок, не буду говорить, что они неправильно делают, я бы остановил еще раньше. Почему? Потому что, когда ты видишь, во-первых, это затормаживает бойца, во-вторых, это нужно четко оценивать, это мое мнение личное, тренеру виднее. Я вообще хотел бы, чтобы еще раньше остановилось. Почему? Потому что там тяжелые удары попадали. Один момент был здесь, когда он даже присел, и сзади забежал, а Нурбек начал перебивать. Если честно, я не думал, что поединок так пройдет. Но в моем сценарии я предполагал, что Нурбек будет постоянно вставать, и вот эти локти, знаете, это как где было? В бою, это Еркешская школа, они очень хорошо встают снизу. Если вы помните и видели бой Асатряна и Жалгаса Жумагулова, то же самое вставание. Легендарных боев. Да, постоянно был проход, сажал, и тот постоянно локтем бил снизу. И с Тагиром Уламбековым, кажется, такая же ситуация была. Классика, Еркинкуша, очень, если они не работают в атаке, они работают очень хорошо в контратаке. Знаешь, ты сказал про то, что огромное количество ударов пропустил, соответственно, Нурбек закинул этих локтей, очень много, действительно, даже в том раунде, где была остановка, перед этим, несколько десятков точно прилетело, и он посек уже в какую-то секунду, и там уже кровь появилась, и тяжело было точно. Но тут вопрос в том, что мы оцениваем не общий накопленный урон, и не все-таки угловых, которые молчали, и все-таки хотели, чтобы Эминов там восстановился. Да. Именно момент с остановкой. Мне показалось, что рановато, поскольку в секунду, когда бой остановили, мы потом посмотрели в замедленном повторе, нам показывали на телекартинке, нам показали крупным планом лицо Эминова, и в секунду, когда остановили, у него чистейший взгляд, никакой затуманенности, потерянности. Мне кажется, что чуть-чуть еще можно было дать ему поработать. Да?
Всегда бывает так, да. Знаешь, как бы, мне надо, наверное, пересмотреть поединок. Я увидел, как упал Эминов. Ну, то есть, прям сплошная Да, в лицом. какую секунду он тогда Я приземлился? увидел это падение. Я думаю, вот это сыграло на судью какую-то роль, потому что до этого еще раз так было, когда он закрывался полностью и уже там, ну, не назвать это нокаутом или нокдауном, но такое положение, когда он более беззащитным, да, положением. Но произошло, как произошло. Я думаю, не скажу, что там рано, не скажу, что могли бы еще дать, но скажу, что бой действительно оправдал все ожидания зрителей, особенно местной публики, да. Он получился очень красочным, зрелищным, при том, что Эминова всегда осуждали за то, что он там одеялит, залеживает. Но тут именно в партере, именно в борьбе, именно с положения сверху очень много ударов прилетало, и такая активная рубка была. Эминов молодец, очень сильно, мне понравился. Я думаю, что в каких-то, ну, как только восстановится, я думаю, мы дальше эту гонку можем продолжить однозначно. Есть ли смысл в реванше? В данную секунду нет. В реванше? Вот давай сейчас экспертов, да, я хочу тоже послушать, если с точки зрения такой спортивной, ММАшной, да, там, составляющей. Что было, что мы видели? Были постоянные ситуации, когда Эминов хотел пройти в ноги. 3 или 4 раза Нурбек вставал из-под него. Переводил, становился сверху. Очень сильно хорошо бил. То есть в первом раунде, если там Эминов еще чуть-чуть напирал, во втором раунде там уже Нурбек вольно себя чувствовал со стойки с разных моментов. Ну, то есть технически этот бой, чисто по спортивной, да, там, мое мнение, в последних раундах превосходство Нурбека было очевидным. Но однозначно, знаешь, что сыграло, наверное, какую большую роль сыграло над Эминовым, это двухлетний простой. Все-таки он сыграл, и я все-таки в голове держал это. То, что да, Эминов вообще, если честно, на 2 головы выше, там, ну, по своим титулам там, и так далее, и так далее. Но я все-таки это учитывал, что 2 года простое не могут просто так пролететь, да, это обязательно скажется как-то. И вот здесь, знаешь, Нурбека недооценивают многие. Он очень крепкий, я его видел во многих боях, он терпеливый, он всегда встает и идет до конца, и вот это ему помогает. Олег, что ты думаешь по остановке? Ну, И в целом по поединку? ты знаешь, я смотрел только в прямом эфире, когда мы с тобой комментировали, естественно, и один повтор. Судя по тому, что я видел, это очень ранняя остановка. Но это исключительно мое мнение. И ты знаешь, самое обидное в этой остановке, я абсолютно согласен с Нурбеком, что Кабдрахманов переламывал ход этого поединка. Мне кажется, примерно за минуту до того, как эта остановка была, мы с тобой сказали, что, несмотря на то, что контролирует Эминов, он этот раунд не забирает, потому что, ну, сколько десятков ударов там было безответных со спины. Да, они не были акцентированы, да, они, наверное, не потрясали Эминова, но при этом они были достаточными для того, чтобы ему можно было отдать этот раунд. Да? А этот раунд фактически ключевой был в этом противостоянии. Что касается ранней остановки, вот самое обидное, что теперь... Ведь Кабдрахманов шикарное выступление показал. Скорее всего, от него даже никто не ждал такого. Он очень круто включился. Второй, третий раунд вообще шикарный. Как он дышал, да? Он набрасывал удары каждую миллисекунду, и при этом он даже не задышал. У него функционально великолепная готовность. Но теперь очень многие в глобальном масштабе, наверное, не в Казахстане, но в глобальном масштабе, те, кто смотрел этот турнир, они будут говорить о том, что это была ранняя остановка. А Кабдрахманов, тем не менее, этот пояс заслужил. Он был реально очень хорош. И велика вероятность, судя по тем минутам, которые мы видели в этом бою, велика вероятность, что он бы выиграл. Неважно, в поздних раундах решением, но, скорее всего, Кабдрахманов шел к своей победе. Очень хорошее мнение, да. Ну, как бы лучше не объяснишь это. Я сейчас пересмотрю бой, я обязательно по этому поводу что-то напишу, но четко его не помню. Второй, третий раунды чисто уже Нурбек вот расслабился, уже в стойке у него получалось. Когда его бороли, он опять же был очень активным, постоянно работал. Мы его еще даже сравнивали с Шарой Буллетом, который тоже вот его вроде залеживал. Бруно Сильва в дебюте в UFC, но нон-стопом пытался поработать. Здесь, в принципе, тоже есть что-то общее, потому что, ну, Эминов вообще не наносил удары, даже контролируя, даже находясь в топ-позиции. У него не было таких опасных моментов. Он дал Нурбеку поработать. На старте, да, наверное, первый раунд заходит Эминову. Я тоже уже не помню подробностей, все сплылось воедино. Но потом вот Нурбек нашел ключи к победе, как работать с ним. И даже несмотря на обилие контроля, это был контроль, который никто бы не оценил, скорее всего. Да, я согласен с тем, что самое жалкое, можно было этот бой еще 2 раунда посмотреть. Но я с точки зрения, как тренер, как спортсмен и как, знаете, и, наверное, как промоутер, мне бы лучше было бы, чтобы бой продолжался. Хотя мы там уже видим, что там, да, больше преимущества там у Нурбека, да, хотя все говорили, что преимущество будет у Эминова. Но я за то, чтобы у спортсменов была такая возможность, он никогда сам не остановится, Эминов. Никогда. Почему? Потому что это воины, я их знаю. Нужно это со стороны контролировать. И если есть риск,
когда человек там пропускает много по голове, я за то, чтобы все-таки остановка была. Вовремя. В долгосрочной перспективе, да, может сказаться, да, нас, когда карьере спортсмена. Да. То есть при мне, я же говорю, больше 50 ударов я насчитал. Я когда смотрел, раз, два, три. Ну, то есть мне уже как-то самому не по себе становилось, да? А это голова. При этом хочу отдельно вот выразить респект, такое уважение Эминову, потому что когда ему дали микрофон, он вообще эту тему не поднимал. Никаких слов про раннюю остановку, про то, что я бы сделал, я бы мог. Вообще не затронул эту тему, очень достойно принял вот то, как распорядился. Именно мужчина, то есть я знаю его как бы так, со стороны еще мы пообщались. Он очень мне симпатичен в плане, знаешь, таких мужских качеств. Волевой, сильный. Вчера на Стардауне я их видел. Все-таки, мне кажется, он ощущал, что он лучше, чем Нурбек Абдрахманов в каких-то там аспектах, да. Но родные стены, вот этот долгий простой для Эминова, еще какие-то факторы, да, там несколько. Возможно, антропометрия Нурбека, которая она была на полголовы, да, чуть выше, там, и как бы длиннее руки. Вот это, возможно, роли сыграло, я думаю. Ну, физически очень сильно. Было видно, что вот гораздо более такой мышечный, атлетичный Нурбек рядом с ним. Да. Ну и Жако сегодня тоже выглядел хорошо. Как бодибилдер. Да, прибавил Жалгас, конечно. Молодец. Я сказал, что я никогда в жизни его в такой форме не видел. То есть я просто даже не ожидал. Я еще когда на взвешивании его увидел, я просто обомлел. Это не тот Жалгас внешний, который был там совсем недавно. Я просто не знаю, с чем это связать. Наверное, с дополнительной мотивацией, что он возвращается домой, хочет после не очень удачного выступления в UFC, да, были близкие бои, но тем не менее у него всего одна победа там, и я думаю, что он просто хотел показать, что он гораздо лучше, чем то, что люди видели, когда он был за океаном. Однозначно. Он в своем интервью где-то сказал, что все-таки домашний тренировочный процесс ему пошел на пользу, физподготовка и так далее, вот эти моменты. Ну, наверное, это самое лучшее, что могло произойти в казахстанском ММА, там, возвращение Жалгаса с победой. Как бы я поздравляю фанатов, поздравляю Жалгаса. Хороший бой, хороший поединок. Дальше будем думать, что будет. У нас была такая версия, если там Диас проигрывает, возможно, Жалгас там вступает в гонку за пояс. Никто не верил в Диаса проигрыш, но тот парень был очень опасный. Мировой рейтинг 30 место по Fight Matrix, если же при этом Диас Ерингаипов стоит там 56-м. Очень хорошо разобрался с ним, да, не сильно рисковал, да, аккуратничал, но при этом при всем броски, прогибы и так далее. Надо Диасу не первый раз делать прогибы большие, ему нужно стать амбассадором какой-то авиакомпании. Слушай, а в плане зрелищности, как тебе поединок? Я слышал мнение на трибуне. Ну, естественно, большинство болело, просто были бы рады, что Диас побеждает, уже круто. Но я слышал и мнение, что скучновато. Особенно на контрасте с турниром, где почти все было досрочно, вырубали людей там и все остальное. Всегда, когда бой проходит всю дистанцию и при этом еще большинство времени в партере, конечно, он не всегда может быть таким интересным, да, супер захватывающим. Но одно нужно отдать должную. В каждом раунде были моменты, которые можно там по 10 раз смотреть потом в рилсах или в шортсах. Но весь бой, конечно, там... Мне кажется, только из бросков можно сделать рилс, и который наберет очень много просмотров. Если говорить о Жалгасе, какие планы на него, поскольку я задал ему вопрос, может быть, тебя интересует какой-то противник, что-то придумать, он ушел от ответа, сказал, с кем я тут буду драться, поэтому Жалгас сам пока не представляет, что для него какая дальнейшая глава в его карьере, но у тебя, наверное, какие-то планы есть? Сейчас ему там месяца 2-3 надо, там, я думаю, отдохнет, будет искать, если... Знаешь, вот он сейчас домой приехал, тренировочный лагерь прошел, 3 месяца, 2 месяца, сейчас посмотрим, понравилось ему это, поэтому же тоже надо скучать. Постоянно заниматься в том возрасте, в котором сегодня Жалгас, это тоже не очень хорошо. Не кайфово, да, одним словом. И я думаю, что сейчас он посмотрит, подумает, нужно ему это пахать 3 месяца. Бой – это всего лишь, как сказать, последний этап, который, наверное, самый легкий во всей подготовке для него был. А вот тренировочный лагерь, как он ему дался, в каком состоянии он был, что он перебаривал, да, как он через себя перешагивал, да. Вот это, когда он все вспомнит, я думаю, он сделает выводы. И я вот привык к Жалгасам, мы сразу не разговариваем, время проходит, и он уже четко, ясно отвечает на те или иные вопросы. Уже как бы с вероятностью там 100%.
Ему просто нужно отойти. Да, ему нужно отойти. На самом деле он таких сильных, наверное, эмоций не испытал, но при этом, при всем, тренировочный лагерь, он в любом случае на нем сказался. И сейчас он... Потому что мы в ходе разговора тренировочного процесса, я с ним общался, и он где-то местами говорил, что весогонка как бы не так легко дается, и так далее, и так далее. Ну, понятно. И я понимаю, что этот тренировочный процесс для него был очень сложным. Вопрос. Может ли захотеть Жалгас вновь отправиться за рубеж? Может быть, уже не UFC, а какие-то другие организации, попытаться куда-то подписаться? Или вы это не обсуждали никогда? Он в одном интервью мне так сказал, когда я записывал с ним интервью на Харабала шоу, он сказал так, что типа, ну знаешь, с UFC мне не говорили типа уходи. На самом деле Жалгас это уникальный боец, который провел там 5 или 6 боев. 7 боев. 7 боев. 1-6 же у него. И при этом 4 поединка у него были спорным решением судей. И все эти 4 поединка обсуждали как в СНГ, так в Казахстане. Там, то есть победу можно было и сюда отдать, и как бы про это. И это уникальнейший, вот недавно с Иваном общали, он как раз об этом говорил, и я полностью с ним согласен. Знаешь, не везло, пацан, ну реально. Не повезло, да, с судьями, не повезло с решением, не повезло с каким-то моментом. Но могло быть так, что могли бы и ему отдать эту победу. И тогда у него были 4 победы в UFC. Но произошло так. И, знаешь, в своем разговоре он мне сказал, что я, говорит, не отбрасываю идею или там мысль о том, что, как бы, возможно, они меня пригласят. Потому что, на самом деле, Жалгас один из популярнейших бойцов сегодня. Популярнейших бойцов сегодня в ММА. И если ему там какие-то моменты будут в других международных лигах, от этого лига, скорее всего, не обеднеет и только прибавит Жалгасом. Супер. А есть ли идея кого-то привести для него? Ну, естественно, что он не будет драться ни с кем из соотечественников, то есть только из рубежа. У меня идея была сделать бой со Сатряном. Оказывается, на сегодняшний день они очень хорошо общаются, друзья уже практически. И я так понял, что они драться не будут. Также была мысль привести вот этого парня, который выиграл Жалгаса на UFC. Я не знаю, там тоже спорным решением и так далее, но там что-то еще. Это хейтили там в социальных сетях. Такая идея была. Но потом подумали, она мне не очень понравилась. Но, знаешь, вот сейчас Жалгасу скажи, там, он не будет ни с кем конфликтовать, там, искусственно что-то раздувать. Сейчас нужно смотреть, создать историю, что-то здесь в Казахстане, там, с Россией очень сложно будет. Почему? Потому что практически со всеми он очень хорошо общается. Я думаю, что-то внутри лиги, наверное, такое произойдет, и мы увидим сейчас вот много японских, корейских, китайских, азиатских бойцов, в том числе и бразильцев подписывается. Будем смотреть. Есть такое понятие, там, брат за брата, там, однокомандник и так далее. Такие события могут быть, и они могут иметь продолжение. Ну, посмотрим, чем все закончится. Хотелось бы Жалгас еще понаблюдать. Сегодня он был хорош. Хотя так нарвался пару раз на попадание, на встречу. Да. Знаешь, заметно было, что он давно в октагон не выходил. Хотя вот только недавно, думаю, что он с UFC приехал, а уже сколько не дрался? Наверное, тоже, да, больше года, да? Хороший вопрос. Не помню. Мне кажется, в районе года как раз. В начале этого года не было 23-го у него поединка. У меня уже тоже все. Боюсь, что сейчас без интернета мы это не выясним. Еще один вопросик у меня есть. По поводу поединка Пане против Акимжана Жасулана. Удивил меня Пане. Жасулан Акимжанов очень талантливый, сильный, харизматичный боец. Но единственный его минус, когда один раз он провел у нас бой, поединок в Алмате, он дрался с иранцем. Иранец был такой, ну, неплохой, но как бы не уровня Жасулана. И когда началась рубка, Жасулан видел, что он, ну, то есть он практически не защищался, он шел вперед, рисковал. Мне кажется, что в самом тренировочном процессе у него тоже не все происходит на 100%. Это же бой, это что это? Всего лишь один день. А вот лагерь, мне интересно, вот хочу у тренеров спросить, весь лагерь он прошел, не прошел. Ну, видно было, что он чуть задышал. Какое хорошее начало было, но Пане меня удивил. Крутой парень. А вообще, да, там на него никто там... все думали, что мы привезли там парня... На убой, да, на убой. Там Жасулана Акимжанова удивил. И если это полулегкий вес, для Нурбека Абдурахманова хорошая позиция. Сегодня они дрались в лимите легкого, да? Там был такой, можно сказать, на коротком давлении, но этот парень с полулегкого веса. Как бы ты оценил поединок? Ты... И Олег, и ты, Нурбек, и ты? С кем? Слушай, как Пане. минимум... Сегодняшний, да, Пане против... На мой взгляд, как минимум 2 раунда Пане забрал. Плюс Да, еще да. один спорный. Спорный, но... Ну, скажем, 2-1.
Ну, 2-1 абсолютно точно в пользу Пане. То есть, я не буду никого критиковать, но судья, который поставил 29-28 не в пользу Пане, на мой взгляд, не прав. На мой скромный взгляд. Я удивился, что 10 минут никто ничего не объявлял, потом все-таки раздельное решение судей для меня был, ну, не то чтобы легкий шок, я запереживал, что парни могут ограбить из Франции. Да. Ну, пауза действительно была длительная. А такая пауза, как правило, бывает типична для ситуации, когда либо ничья, либо раздельное решение, либо решение, которое, ну, совершенно не соотносится с тем, что было в клетке. Ну, ничья не могла быть. Почему? Потому что ущерб на лице Жасулана был очевиден. То есть сечка очень большая, все лицо в крови. Пане там приподнялся, лицо вытер, и ничего у него на лице нет. Есть в правилах указано, что если там по всем баллам, да, там, или по всем раундам идет ничья, то есть у кого ущерб, тот проиграл. То есть это было очевидно. Я так предполагал. Конечно, наверное, хорошая история была там для казахстанской аудитории увидеть ничью, но это нельзя так было сделать. Почему? Потому что выиграл Пане. Это, кстати, справедливо. И очень нравится мне слышать такое от человека, который непосредственно лигу возглавляет, и который не говорит о том, что боец выступил лучше, чем он на самом деле выступил. Так что здесь честь и хвала. Спасибо большое за Нет, у нас много примеров было так, что, скажу так, да, провели больше 500 боев, из них там 5-6 спорных поединков, где там обсуждали зрители, кому-то не нравилось, кому-то нравилось решение. Но при этом, при всем, у нас было часто так, ну, всегда, когда приезжает в какую-то страну, думает, вот, если я дерусь с казахом, то есть мне нужно явно выигрывать или досрочно выигрывать, чтобы там, или там, ну, тоже в России, да, там приехал, в гостях я должен выигрывать, типа. Судьи, двое судей у нас, это Мунлыков Нурбек, Манап Кабдиев, это аккредитованные судьи, имеют международный сертификат, очень, можно сказать, опытные, да. И также остальные судьи имеют лицензию для судейства, проходят семинары. Стараемся максимально справедливо, и я им об этом говорю, они где-то это обсуждают. Ну, кто выиграл, тому и нужно победу отдавать. Ну, по крайней мере, на тот взгляд, который, как они видят этот поединок, да. Иной раз бывает так, что ты видишь, я вот смотрю, мне кажется, что выиграл там синий, да, в синих шортах. Судьи вытаскивают, что выиграл красный. Тут хипишь, ажиотаж, а потом, когда разбираешься, смотришь, ну, где-то соглашаешься, где-то нет, но все-таки понимаешь, что все-таки решение было каким-то определенно аргументировано и так далее, и так далее. Было ли такое, что рефери в вашей организации получали, например, выговор от тебя, когда ты пересматривал бой и понимал, что ну невозможно оценить бой вот так вот, и пытался разобраться как с этим? Знаешь, выговора не было как такого, но вот в бою с Дастаном, со Султаном был такой бой в Гран-при, очень хороший поединок. Там решался, кстати, этот парень будет в следующем карде драться за титул. Мне очень хотелось увидеть именно победителя этого Гран-при, но так получилось, что Султан объявили победителем, но, на мой взгляд, была ничья. Но при этом, при всем, в конце третьего раунда, допустим, Дастан устал больше, чем Султан, и это тоже как-то повлияло на меня. Но вот в этот момент, да, я очень, как бы так, разговор у меня был, выговора не было. Они же, как сказать, не мои работники. В СНГ что мы сейчас можем делать? Мы можем говорить, да, что там, типа, давайте как-то опровергнем его решение, как-то там опротестуем, апелляцию напишем. Ну, кому? Если два человека, судьи международной категории, в Казахстане их трое или двое, они сидят вот в судействе. Ну, кто будет в апелляционной комиссии? Кто будет рассматривать? Также и в России такая же проблема. Нету единого органа, который мог бы там рассмотреть по каким-то определенным правилам, да, там все рассчитать и так далее. Единых правил тоже нету. Тоже это надо учесть в профессиональном ММА. Для этого нужна какая-то комиссия. Даже UFC, имея эту комиссию, они убрали, да, апелляцию. То есть почему? Потому что... Там, да, практически невозможно. Да. Там бы, наверное, если 10 боев решением судей закончились, все 10 могли апелляцию подать. И это влияло бы на какие-то бизнесовые моменты. Просто в краткосрочной перспективе вы можете выиграть, потому что, допустим, ваш чемпион защитил пояс, допустим, ему подсудили чуть-чуть, но для людей в народе, да, для интернет-пользователей, кто смотрит, для них останется на подкорке, что это организация, где спокойно могут грабануть приезжего парня. Поэтому, это, мне кажется, в любом случае проигрышная ситуация для любой лиги. Знаете, почему долго решение принималось? Мы обсуждали до этого, я, общаясь с главным судьей, я сказал, если вы сомневаетесь в чем-то, не спешите, вам до 20 минут времени. Вы можете собрать коллегию, там присесть и обсудить. Почему? Потому что я
согласен с тем, что там, сидя там один парень, который пишет записки, конечно, хочет выиграть, хочет сказать, что выиграл там Жасик, да? Ну, местный пацан, да? Но при этом, при всем, это же репутация, это какая-то ответственность определенная, это доверие, да, там, зрителей. Тут нужно максимально... И у нас был такой момент, когда мы обсуждали, я сказал, если вы сомневаетесь, некоторые моменты просмотрите. Это раз. Второй момент, обратитесь к статистике. То есть у нас ведется статистика, она в эфире показывалась, не показывалась, не знаю, но... Да, мы все видели, Да, было. скорее всего, вот, к ней обращаться. То есть, ну, тоже как за помощью, да, там еще какое-то определенное, посмотреть, где какие автомобили. Потому что судейство шло по двум направлениям. Раньше было так, что записывали каждый удар, сейчас не записывают каждый удар. Сейчас сидят по общей картине, оценивают. Ну, если честно, для меня сложно. Я вот смотрю бой на эмоциях, а потом в концу там раунда, и мне нужно принять решение. А кто выиграл? Ну, кажется, Жасик, да? Ну, если меня спросить, да, допустим. А так я когда спустился, я первые 2 раунда посмотрел, последний раунд, ну, так, наполовину посмотрел. Я когда спустился, я предполагал, что проиграл Жасик. Ну, то есть, держал в голове это. Почему? Потому что, во-первых, все лицо было в крови. 2 раунда я видел, как шел поединок. Ну, и в-третьих, вот этот момент, он же тоже влияет, когда там Жасик сам собой недоволен был. Он понимал, что, возможно, он проиграл. Ну, это, честно, супер справедливое решение. То есть я бы не удивился, даже если бы оценили 3-0 в пользу Пане. Потому что, действительно, 2 раунда точно можно было дать, второй. Ну, допустим, есть некоторые вещи, где можно зацепиться в пользу Жасулана. Но главное, что никого не ограбили. Повторюсь, что тут все чисто, все честно. Я извиняюсь, что мы вернемся к теме, которую уже закрыли. Мне кажется, просто нас возненавидят за то, что мы не вспомнили последний бой Жалгаса Жумагулова. Он, на самом деле, не просто был в этом году. Он был, мне кажется, меньше, чем полгода назад против Джошуа Вана. Да, Когда возможно весной был, да, весной, мне кажется. Его переносили, этот поединок. Бедный Жалгас держал вес целую неделю, по-моему, дополнительно. Так что... Июнь. Думаю, что июнь даже был, точно. Вот. Я, честно, не пользовался интернетом. Просто я считаю, что если мы этого не скажем, нас просто съедят. Столько много событий, что реально, да, там... Я больше помню бои, которые проводил Дос Сантос, Джуниор Дос Сантос, Веласкес, нежели вот эти последние, которые прошли за там 3 года. Почему-то. Какой план у Найзы на 2024 уже год? Сколько турниров планируете? Да, есть ли какие-то супербои, может быть, с какими-то другими организациями, коу-промоушены, кросс-промоушены? Какая история будет у нас? Знаете, я сейчас наблюдаю за лигой, наблюдаю за индустрией. В целом по России смотрю, да, там по СНГ. Турниров, да, немало, но при этом, допустим, если обращать внимание чисто на одну лигу, здесь нужна систематизация. И то есть UFC в этом плане они почему проводят там месяц почти 4 турнира? Они понимают, что бойцам, имея ростер там 700-800 бойцов, то есть ты обязан проводить почти что еженедельно. В нашем случае на сегодняшний день больше 200 бойцов. Я думаю, в следующем году где-то около будет 300 бойцов. И, соответственно, 2 раза в месяц однозначно надо проводить. То есть не обязательно там все большие ивенты. То есть бойцы должны драться, должна зарождаться история. То есть, она не зародится, там вот Жалгас сегодня подрался, через год еще один кладируется. Ну, все забудут про этот поединок. Это нужно в год как минимум 2 раза, в лучшем случае 3 раза. Боец должен выходить, с кем-то у него должен быть конфликт. Это не в том плане, ну, то есть я для телезрителей говорю, это не тот конфликт, когда там они полоскают друг друга грязью, бьют битами. Какая-то конфликтная ситуация, когда тот или иной боец должны подраться между собой, да, то есть... История должна быть. И эта история родится после того, как будет больше боев, больше поединков, больше событий, больше трансляций, больше обсуждений, больше фанатов. Да? Я думаю, не менее 20 турниров в следующем году мы запланировали. Я думаю, возможно, и больше проведем. Шикарно, Нурбек. Надеюсь, что мы с Олегом даже поприсутствуем на некоторых из них. Обязательно, да. Мне, если честно, и до этого, когда я наблюдал за вами, там, на Урал-ФС вы приезжали, очень понравилось. И у вас не только получается очень хорошо комментировать, у вас еще и как бы какая-то там медийная часть очень хорошая, там, вы ведете подкасты, и прирост какой-то определенной аудитории, он однозначно там обеспечен, но при этом, при всем, мне нравится, когда людям нравится приезжать, участвовать в этом процессе. Если это вам понравилось, если вы не против, конечно же, мы готовы с вами там и дальше, и больше работать. Для меня только, я думаю, это для нашей лиги и лично для меня это очень большая польза. Да, мы были на совместном турнире «Игл» с Найзой. Мы были на совместном турнире «Урал» с Найзой. Теперь вот первый раз, когда мы чисто для Найзы приехали, и нам, честно, вот от себя скажу, очень понравилось.
У меня есть вопрос, Нурбек, личный. Вот было несколько турниров, о которых Давид уже только что сказал, совместных. Какие есть плюсы и минусы у совместных турниров? И просто очень многие люди, я уверен, они смотрят со стороны и думают, почему бы каждую неделю не делать совместный турнир? Ведь там промоушены, условно говоря, берут расходы пополам, или как это происходит вообще? Минусы? Давайте с минусов. Да, минусы, наверное, когда лига какая-то там более популярнее, вторая лига менее популярнее. Естественно, там, когда будет говорить об этом турнире, будет говорить... В любом случае, пользу возьмут оба, но будут говорить о той лиге, которая, как говорится, более популярна. Соответственно, там какие-то, возможно, там в рейтинге бои будут записываться там автоматом уже в ту лигу. Это одно. Второе, вот эти моменты все перебивают, когда ты в очень хороших отношениях с лигой. Допустим, там в случае с UFC у нас вообще никаких проблем, там, особенно между нами, там, Шамилем и Хабибом, вообще никаких не было. То есть мы прям на лайте, да, то есть друг другу уступали, понимали друг друга и максимально старались хорошее качественное шоу провести. Также с Уралом FC в очень хороших отношениях и по сей день остались, там, с Ленаром, Радмиром, но здесь уже чуть-чуть спорили, то есть моменты были, да, там какие-то. Это нормально, я считаю. Есть такие моменты спорные, там, и по партнерству, и какие-то, знаешь, хотелки, амбиции, там, вот. Тут важно, как ты договоришься с самим президентом, с самим представителем этой лиги. Вот это очень важно. Если у тебя хорошие отношения, то все остальное это так, мелочь. Наверное, в будущем какие-то там командные противостояния. Вот я сейчас хочу Гран-при завершить, начать его заново и какой-то формат придумать мощный. То есть давайте, а почему бы нет? Клубы, а давайте там выставим там Fight Nights, там ACA, UFC, Найза. Эти лиги, но не будем делать так, чемпион против чемпиона. Давайте возьмем какой-то рекорд, там, 5-0 или 4-0. И вот этих ребят с какого-то определенного рейтинга выставим. То есть среднячков проверим. Почему? Потому что может получиться так, да, там, допустим, некоторые чемпионы Fight Nights сегодня там, ушли в другую лигу. Наши чемпионы куда-то еще ушли. ACA еще там, возможно, там, Вартанян, я говорю, он ушел, допустим. Там, вот так, да, там может получиться. И всех чемпионов собрать там и поставить стенка на стенку не всегда получится. А вот пацанов каких-то определенных, которые стоят в определенном уровне, и определить рекорд, да, там, допустим, от 3 до 5 ехало. Собрали всех пацанов, и тогда уже будет максимально... Потому что в одной лиге может быть чемпионом, как с Нурбеком Кабдрахманом, не с Нурбеком Кабдрахманом, а у нас Ильдар Кадабергенов. 4-0, и он чемпионом стал. То есть с тюрьмы вышел, там, подрался в бой, стал чемпионом, один раз защитил и ушел, там, допустим. Но при этом рекорд нормальный, но он не слабый. Но может ему выйти там соперник, который там 25-1 имеет рекорд, да, там, допустим. Не совсем, наверное, будет так по там, рейтингам, по какой-то определенной спортивной составляющей справедливо, да? А так выставить там с определенным одинаковым рекордом хороших бойцов топовых. Ехало. Нет, на самом деле совершенно правильно, потому что когда вы выставляете чемпион против чемпиона, есть определенные рамки, за которые вы не можете выйти. То есть есть факт, здесь есть чемпион, и здесь есть чемпион. Вы не можете свести других. А вот в данном случае, в том случае, про который ты говоришь, уже здесь есть матчмейкинг. И когда есть матчмейкинг, это всегда гораздо более интересная история. Нурбек, на следующей неделе, я так понимаю, что ты поедешь на UFC 296? Да. Как я слышал. В качестве, еще аккредитацию получил, в качестве Мишина работника. Так что буду представителем Вестника ММА, Найзы, и всего казахстана. Все ради Шавката, правильно? Обязательно все ради Шавката, чтобы... Знаешь, я вот всегда люблю учиться, я в Америку не раз ездил. Помню первые свои поездки, я вот подходил к клетке, заходил в UFC Gym, типа говорил, что вот хочу купить абонемент. Приходилось так говорить, чтобы там попасть туда, да, там, и тебя разово бесплатно пускали. Я замерял все. У меня есть фотография, где я замерял сетку толщины этой проволоки там пальцем своим, да, замерял, да, потому что у нас такой сетки не было, а мы сами вручную строили эти октагоны в 13-х годах. И для этого я там смотрел кожу, как это обшивает, потому что октагон практически мы не видели. И нам было очень важно посмотреть, из чего он делается. Купить его было очень дорого. Я помню, первый октагон, у нас есть старые фотографии, наверное, коллеги найдут, где мы его сами собирали, красили, сетку делали
из стали, а потом ее заводили, где машины красят в этом вакууме, и там красили пылевизатором. Порошковой краской, да? да? Порошок приводили в такой цвет и ставили обратно. Она получилась толстая, чем нужно, короче, потому что сама 3-миллиметровая была, еще краска напыление 2 миллиметра дала, уже 5-миллиметровая получилась, и прям смотришь на нее, и там уже бойца, как бы не совсем хорошо видно. Ну, вот такие моменты были. Для меня важно попасть сейчас вот в медиа-среду такого крупнейшего промоушена, как UFC, посмотреть, как вообще все это делается. Учиться, и только учиться, я думаю, плохо от этого не будет. Шавхат, да, едем толпой, почти там около 30 человек, болезнь за Шавхата. Мощный состав у вас, да, намечается? Да, ну и там еще ребята есть, уже команду какую-то определенную отправили. Я думаю, это событие не только в Казахстане, все СНГ будет смотреть однозначно. Знаешь ли ты его соперника? Томпсона? Да. Ну, как знаю. Для меня он никогда не был таким прям супер крутым бойцом, но при этом я считаю, что он опасен. Несмотря на то, что он там старше Шавхата, почти там на 10 или там на 8 лет, мой ровесник, прикинь, 40 лет ему. Он на год меня старше. Но при этом, при всем, очень опасные руки. Наверное, все думают, вот Шавхат там будет искать спасение или счастье в борьбе. Ну, где мы видели, чтобы Шавхат вообще боролся, да, там проходил ноги, да, там. Он это, наверное, делает там в каких-то определенных исключительных случаях. Но когда Шавхат видит человека, который хочет с ним зайти в размен, он никогда этого не избегает. Я думаю, что там размен жесткий будет. А просто Томпсон не заходит в размены. Но больше с ударки парень. Да, вот как раз он держится на дистанции, Да, и больше здесь Шавкату нужно попробовать еще в размен зайти, потому что Томпсон близко не подпускает, как правило. Парень покороче с антропометрией, у Шавхата очень длинные руки и ноги. То есть, и, наверное, когда будет лететь в него удар, он однозначно будет там на срез бить, или там слева налево отвечать, или будет стараться встречать, да, эти удары. В любом случае размен какой-то произойдет. Так же, как и с Джефф Миллом. С Джеффом Нилла опасно было. Да, очень хорошо. Ну, знаете, опасно, не опасно, все потом, конечно, на тот момент рискованно, там, где-то переживаешь, но я считаю, что оно так и должно быть, без этого никак. В смысле, должен быть какой-то момент с опасностью, чтобы, там, да, чтобы вот не слишком легко, да? Вот сегодня Нурбека и Эминова поединок, почему будет обсуждать? Потому что переломный момент произошел. Эминов там все, уже думали, что все забирает, там, туда-сюда, ну, так произошло. Также и Джефф Нилом и Шавхатом, да, там был какой-то легкий нокдаун, там волнение, кровь, рассечка. Ну, Шавхат там догнал его и задушил. Но при этом еще и бил локтями, там, коленами и так далее, и так далее. В принципе, я думаю, мы можем закругляться потихонечку. Мы обсудили весь карьер. Единственное, вот у нас один бой сорвался сегодня. Да. Имрана против Пумы. И вот хотелось спросить, его перенесут на какой-то ближайший турнир, или будет ли реванш вообще? Знаешь, тут... Ну, не реванш, в смысле, а все-таки организован бой. Да, тут тот случай, когда там самое главное для меня это вот здоровье бойца. Пускай вылечится, даже если он никогда там в жизни не захочет драться. Самое главное, чтобы он вылечился, там, посмотреть. Почему? Потому что состояние было не очень хорошее. И я, честно сказать, запереживал. Там мы отправляли его, там, я видел, как пацаны его там отправляли в больницу. Посмотрел. Самое главное, чтобы у него там все было хорошо, а там остальные бои там, и так далее, карьеры. Это так, постепенно. Неизвестно, что с ним пока, да? Сейчас пока в больнице. Пока четкого диагноза я не слышал, но вроде бы уже все стабильно, да? Уже все стабильно. Рубик, спасибо за приглашение, спасибо за турнир, спасибо нашим зрителям, что присоединились к нам и на турнире в качестве зрителей, и здесь, на этом импровизированном подкасте по итогам на ИЗ-55. Вам большое спасибо, что приехали. Спасибо, Нурбек. Хочу, да, реально вот от лица нашей команды подарки мы вам презентовали. Шикарно. Я надеюсь, что вы будете на некоторых подкастах в них сидеть и какую-то нашу... Мы на следующий Давай подкаст... так, обещаем, Да. на ближайшем. На следующий, через неделю у нас выйдет выпуск, где мы будем сидеть в этом одеянии. Всем спасибо, вам большое спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, друзья. Пока-пока.